Сохранение и популяризация нематериального наследия народов мира. Вот основные темы третьего международного научного симпозиума. В очном формате принимают участие гости из Азербайджана, Армении, Индии, Кыргызстана, Монголии и Турции. До сих пор я под впечатлением этого, потому что вот именно сохранение этих культур, вне материального списка культуры, это все вот организаторы, все вот фестивали, вот эта грандиозность, масштабность, это дает человеку незабываемые моменты. И среди этих такого суматохи, среди этих всех этих важных событий сохранить вот эту культуру, да, очень важно. Конференция позволяет создать обменные проекты между шедеврами ЮНЕСКо. Эксперты в этой области обсуждают актуальные проблемы, делятся собственными наработками и опытом, которые есть в их странах. Побывали в Верхневильюске на открытии этого фестиваля, увидели, что у нас очень много, в общем-то, общего, но есть определенные отличия вот в некоторых традициях. Чувствуется сама Якутия, сама, так сказать, жесткость природы. Вот, и народ именно вот в этом направлении живет. И нам очень и очень понравилось. В рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения об учреждении Международной молодежной ассоциации эпического наследия. По словам главы региона Айсена Николаева, пришло время укрепить ту базу, на которой будет дальше развиваться великое культурное наследие народа и творчество его хранителей. Поэтому во время ИСЭХа Алонхо в Верхневильюсском районе руководителям республики был издан указ об единой системе домов Алонхо и государственной поддержки. Указом определено финансирование из государственного бюджета творческих проектов и развития материально-технической базы домов Алонхо. И на эти цели из государственного бюджета республики будет направляться не менее 50 миллионов рублей ежегодно. Также учреждены стипендии Ильдархану, сказителям и народным мастерам в размере 30 тысяч рублей каждый месяц. Ильдархан выразил благодарность исследователям, деятелям культуры и искусства, сказителям и народным мастерам, а также вручил государственные награды за значимый вклад и сохранение народных культур и языков. Некоторые из них уже приезжают не в первый раз. У нас есть интересные проекты с творческими коллективами нашей республики, с Государственной филармонией Якутии, с театром Алонхо, с другими нашими театральными концертными организациями по созданию совместных концертных программ. И жители нашей республики уже полюбили этот фестиваль, активно посещают наши концертные программы. Фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Алонхо» приурочен столетию ЯССР и Году культурного наследия народов России. С 23 по 26 июня по программе пройдут творческие встречи, мастер-классы, авторские лекции и лаборатории. А закрытие состоится в Государственном театре оперы и балета. Светлана Амосова, Джолстан Иннокентьев, Якутск.